В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 27 августа. Укрепляя сотрудничество. Во главе с Рамзаном Ахматовичем Чеченская республика, чеченский народ однозначно поддерживает все задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Чеченская делегация провела встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Какие темы обсуждали стороны? Горы без границ. Тропа здоровья более спокойная. Здесь дорога широкая, с ровными участками и удобными местами для отдыха. Состоялся первый пеший поход для людей с дополнительными потребностями здоровья. Сколько человек бросили вызов? Наследие в стихах. В Национальной библиотеке имени Абузара Эдамирова сегодня царит особая атмосфера. Атмосфера поэзии и памяти. Поэзия первого президента теперь доступна русскоязычному читателю. Каким был Ахмад Хаджи вне политики? В районе населенного пункта Амбарные бойцы группы «Канада» спецназа «Ахмат» в ходе разведывательных мероприятий обнаружили огневую позицию миномета противника. Как сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, после оперативной и точной работы позиция была полностью уничтожена вместе с ее расчетом. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает беспрецедентную гуманитарную акцию в секторе Газа. В рамках инициативы доставлены 50 тысяч порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн питьевой воды. Жители выражают благодарность за столь необходимую поддержку в этот трудный период. Главным куратором поддержки палестинского народа является помощник главы, секретарь Совета Безопасности Адам Кадыров, который лично контролирует доставку ежедневной помощи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, лучшая милостыня – это утоление жажды водой». Сегодня, в среду 27 числа 2025 года, у нас реализуется проект по обеспечению водой вынужденных переселенцев и пострадавших в северной части сектора Газа. Данная деятельность является даром от чеченского народа палестинскому народу. Да благословит вас Аллах и да воздаст вам Аллах всяким благом. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял от нас и от вас благие дела. Высокопоставленная чеченская делегация провела встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. В ходе состоявшейся беседы он особо отметил колоссальную поддержку со стороны Чеченской Республики. Приветственный адрес от Рамзана Кадырова зачитал Магомед Даудов. В рамках визита в Донецк также состоялась торжественная церемония награждения. Репортаж Рабиат Гайтиевой. В ходе поездки в Донецкую Народную Республику делегация высокопоставленных представителей Чеченской Республики встретилась с главой нового региона Денисом Пушилиным. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, подчеркнув важность единства и общей работы как в военной, так и в гуманитарных сферах во благо России. Большое приветствие от Рамзана Ахматовича. Как добрались? Да, все хорошо. Рамзан Ахматовичу тоже большой привет. Большие слова благодарности за комплекс тех мероприятий, которые продолжаются реализовываться со стороны Чеченской Республики. Ну а мы что? Мы здесь выдерживаем вызовы, помимо безопасности нас новых прибавляется. Мы справимся, с нами вся страна, вся Россия. Видим, радуемся, что справляетесь. Самое главное у нас одна задача – это поставленная верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. И наше взаимодействие, наши отношения, оно всегда способствовало для тех задач, которые мы должны выполнить. Денис Пушилин отметил, что ощущает мощную поддержку со стороны Чеченской Республики, благодаря чему удается максимально эффективно выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Донецкая Народная Республика продолжает освобождаться. Русская земля продолжает освобождаться. И здесь стоит отметить, что с самых первых дней,
с нами наши друзья, с нами наши братья. И мы видим, что здесь поддержка идет по всем направлениям, но, безусловно, здесь еще и поддержка, которая мы видим еще по гуманитарной линии, помимо военной составляющей от Рамзана Ахматовича. Ну и я вам скажу, что здесь взаимоотношения на следующие этапы между нашими детьми, внуками. То есть это то, что создает единство нашей страны и величие нашей страны. В свою очередь, депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов подчеркнул, что чеченский народ и руководство республики полностью разделяют цели и задачи, определенные главой государства, и готовы приложить все усилия для их достижения. С первого дня специальной военной операции во главе с Рамзаном Ахматовичем Чеченская республика, чеченский народ однозначно поддерживает все задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Мы с первых дней видели и отношения, и наше братство по борьбе с этими сионистами, с нацистами, с фашистами. Поэтому, как вы правильно отметили, дальше мы тоже также будем продолжать и будем делать все для того, чтобы победа была за Россию. Председатель правительства республики и руководитель регионального штаба специальной военной операции передал слова приветствия от Рамзана Кадырова. Магомед Даудов отметил, что тысячи чеченских бойцов продолжают вносить огромный вклад в борьбу с противником и будут и дальше защищать интересы России. Чеченская республика вносит достойный вклад в нашу общую победу. В выполнении целей и задач СВО, поставленных Верховным главнокомандующим президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, на базе Российского университета ведется работа по подготовке и отправке бойцов в зону СВО. Еженедельно из аэропорта Грозного отправляется борт с добровольцами для участия в спецоперации. На высоком уровне налажено обеспечение подразделений всем необходимым для выполнения поставленных задач. Уважаемый Денис Владимирович, хочу поблагодарить вас за активное участие в реализации всех планов и проектов, направленных на укрепление взаимоотношений между нашими регионами. Уверен, Чеченская республика и Донецкая Народная республика будут и в дальнейшем сближаться на основе взаимного уважения и сотрудничества. Весомую роль в поддержке бойцов на передовой СВО оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Благотворительная организация регулярно оказывает помощь как военнослужащим, так и жителям ДНР. Активное участие в жизни ДНР принимает региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской республики Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Да, примет Аллах его шагаду. С начала СВО региональным общественным фондом регулярно помогает жителям новых регионов. Так направлено 27 948 тонн гуманитарного груза. В рамках встречи состоялась церемония награждения. Наградами были отмечены 19 военнослужащих и государственных деятелей Чеченской республики. Денис Пушилин лично вручил медали Герой Донецкой Народной Республики Адаму Делимханову, Магомеду Даудову, Абузейту Висмурадову и Апты Алаудинову. Служу Российской Федерации. Делимханову Адаму Султановичу. Служу России, Ахмад Сила. Висмурадову Абузаиту Джандаровичу. Алаудинову Апты Ароновичу. Служу Российской Федерации. Ахмад Сила, Россия, мощь, Бог един. Аллаху Акбар. По поручению Рамзана Ахматовича сам Денис Пушилин был удостоен высокого звания почетный гражданин Чеченской республики. Защиты интересов Отечества присваивается звание «Почетный гражданин Чеченской Республики» Пушилину Денису Владимировичу.
Участники выразили уверенность, что сотрудничество Чеченской Республики и Донецкой Народной Республики будет и дальше укрепляться и приносить пользу обеим субъектам Российской Федерации. Рабиат Гайтиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Специалисты Чеченэнерго продолжают активную и планомерную работу по снижению задолженности за электроэнергию. В рамках этой деятельности в Русмартановском районе проведены рейды по выявлению злостных неплательщиков. В мероприятии также приняли участие представители энергосбыта. По итогам проверок удалось добиться погашения долгов на сумму около 800 тысяч рублей. Потребитель считается должником по истечению установленного срока оплаты. Для физических лиц это 10 число каждого месяца, а для прочих потребителей 18 число. В Национальной библиотеке состоялась презентация сборника стихотворений первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Они переведены на русский язык Лечи Илясова. Издание получило название «Мой путь». Это значимое событие в литературной жизни республики собрало представителей творческой интеллигенции. Репортаж Ахмеда Рамазанова. В Национальной библиотеке имени Абузара Эдамирова сегодня царит особая атмосфера поэзии и памяти. Презентация уникального сборника, который позволяет увидеть другую грань личности первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Если бы мы правду говорили, посчитали лишь ее одну, то мне бы двери не открыли, не пришлось бы пережить войну. В сборник стихов «Мой путь» вошли духовные и лирические произведения, написанные Ахматом Хаджи в разные годы жизни. Для многих присутствующих это стало настоящим открытием. Литературец Гергерл Долшкилара и ценши сила гилаца ашком сила лахули дахут хунд алчи из-за ценсинха амешлакар гилар бирглохул амат ажада газот қобалдол литературец Гергерл гилаца аша яздяш поэзия. Хиллу сина саня алол кинчка шезаряоша Абдурахман Духвас кюгаладяш эрякан хиллаю. Десятки лет эти записи хранились в архиве, но при поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Адама Делебханова Лечи Илясов перевел сборник первого президента на русский язык и показал обществу. Когда я впервые увидел издание Сандаймок Сандеган Илли на чеченском языке стихи Ахмата Хаджи Кадырова, у меня сразу же появилась идея, что это обязательно нужно перевести на русский язык, чтобы это стало достоянием всех людей, не только чеченцев, но и русских, всех, кто живет в России. Потому что это не просто стихи, а это хроника событий, которые произошли в Чечне, благодаря Ахмату Хаджи Кадырову, которые так вот благополучно закончились. В мероприятии принимал участие помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев. Слова благодарности Лечи Илясову, Союзу писателей в лице Ламрада Исаева за это замечательный труд, за это замечательное издание. Он был человеком политики, все-таки быть выше, так сказать, каких-то политических интересов, родить прежде всего за интересы общества, за интересы народа, отдать свою жизнь народу. И мне кажется, что именно эта его творческая сторона, она как раз-таки и была, может быть, в какой-то степени ответственна за формирование этой жертвенности, как черты его характера. Сборник – это не просто стихи. Через произведение можно увидеть путь, который прошел Ахмат Хаджи, благодаря которому творческие люди имеют возможность собираться и обсуждать не военные действия, а мирную созидательную жизнь, отметил президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Мы пришли сегодня в этот храм литературы отметить лирическую струну, с которой он не расставался никогда, даже когда перед ним стояли такие исполины, с одной стороны героика его дел, и с другой стороны политика его свершений, которые освободили чеченский народ от гнета терроризма, хаоса и разрухи. И вот сегодня мы собрались для того, чтобы послушать и насладиться той лирической струной поэзии, которую создал этот великий человек. Презентация стала разговором о самом главном, о том, что сила настоящего лидера не только в решимости, но и в способности к глубокому чувству, к любви, к состраданию. И эта книга – самый искренний и бесценный документ, подтверждающий это. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика.
На базе 8-й детской школы Грозного с нового учебного года начнет работу школа креативных индустрий. Подростки смогут освоить практические навыки в таких направлениях, как создание визуального контента, работа с камерой, постпродакшн и звукорежиссура. Проект призван обеспечить поддержку и развитие творческого потенциала молодого поколения. Для проведения занятий оборудованы 5 современных студий. Репортаж Лейлы Муртазовой. Детская школа искусств номер 8 города Грозного открывает новые горизонты возможностей. В ней запускают проект креативных индустрий, где подростки начнут учить современные творческие профессии. Ребята от 11 до 17 лет будут бесплатно изучать музыку, 3D-моделирование, RV и AR, технологии и другие направления. В студии звукозаписи ребята будут учиться работать, естественно, со звуком, от записи голоса до сведения и мастеринга. Они будут осваивать музыкальное и профессиональное оборудование, будут пробовать себя в качестве как исполнителей, так и звукорежиссеров. А самое главное — создавать полноценный музыкальный продукт и воплощать свои идеи в звук. Для занятий подготовлены 5 современных студий, где молодые люди получат практические навыки и смогут развивать свои таланты. Обучение пройдут более 100 детей, которым проект поможет раскрыть творческий потенциал. В студиях видеопроизводства ребята будут учиться снимать видео, делать фотографии от первых идей до готового ролика. Они будут осваивать камеру, свет, звук, монтаж. Самое главное, они будут учиться креативно мыслить, воплощать свои идеи и работать в команде, что, я думаю, будет замечательно. Школа креативных индустрий реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Сейчас на базе учебного центра ведутся последние косметические доработки в помещении, а также благоустраивается прилегающая территория. Совсем скоро учреждение будет готово принимать детей. В школе искусств выполнено около 70% всех работ. В настоящее время устанавливается все необходимое оборудование для творческого развития. Само открытие запланировано на 1 сентября. Учреждение расположилось рядом с парком материнской славы. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В республике дан старт уникальному проекту «Горы без границ» в сфере инклюзивного туризма. Его ключевая цель – всесторонняя социальная и физическая реабилитация, а также мотивация людей, перенесших ампутацию конечностей к активному образу жизни. Первый пеший поход стартовал с высокогорного курорта Ведучи. Куда пролегал путь, расскажет Лимда Джамалдинова. Старт начинается на курорте Ведучи. Участникам провели короткий брифинг. Организаторы объяснили маршрут, правила безопасности. После чего группа двинулась в горы. Для многих это возможность вернуться к активной жизни после ампутации конечностей. Их ждет незабываемый путь протяженностью 10 километров. Первая часть маршрута по тропе здоровья. Сопровождают группу 2 гида, врач и сотрудники МЧС. Здесь среди тени деревьев начинаются остановки на отдых. Люди смеются, делятся впечатлениями. Тропа здоровья более спокойная. Здесь дорога широкая, с ровными участками и удобными местами для отдыха. Но и она дарит особенные картины, звуки журчащего потока, шелест листвы и сияние неба над горами. Атмосфера по этому маршруту напоминает не испытание, а прогулку по живой картине. Мы занимаемся социализацией и реабилитацией людей, ставшими инвалидами. Сейчас много работаем с ребятами с СВО. И одним из ведущих направлений нашей деятельности – это вот организация каких-то активных мероприятий, где люди с инвалидностью могли бы попробовать для себя что-то новое. Я здесь оказался первый раз в июне месяце, и мне очень понравилось вообще все вокруг, горы, воздух, люди.
Дальше начинается Волчья тропа. На каждом промежутке дорога радует неповторимыми пейзажами. Этот участок оказался сложнее. Каменистый рельеф, крутые подъемы. Но именно здесь проявились характер и сила духа. Маршрут в принципе несложный, но идем хорошо. Туда-обратно мы пройдем порядка 10 километров. Участники, судя по всему, чувствуют очень себя хорошо, очень шустрые, очень сильные. Идем прям с опережением графика. Среди участников ветеран специальной военной операции Муслим Гараев. Он шел уверенно и подбадривал всех остальных. А вот и финальная точка. Перед глазами открывается завораживающий вид. Взгляд скользит по величественным скалам. Участники не сдерживают восхищения. Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Поднимаясь в горы, понял, что вот это как целая жизнь, как твоя целая жизнь. То есть есть подъемы высокие, да, есть спуски с горы, есть разная местность, да, щебень, там где-то скользко. И вот такая же жизнь у нас идет, и понимаешь, что доходя до какой-то определенной точки, вот дойдя сюда, хочется сразу идти уже куда-то выше. Но в горах я здесь не был, очень красиво, очень прям живописно. С разной точки открывается разный вид, то есть на горы. Очень красиво. Этот проект рассчитан на несколько дней и стал для этих уникальных людей больше, чем путешествие. Он доказал, горы открыты для всех, а сила воли и поддержка способны подарить человеку новые крылья. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Алайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.